Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. China Southern запустила прямые рейсы из Сианя в Ашхабад. 18 мая в Туркменистане отметят День Конституции и государственного флага. Гульшат Гурдова даст сольный концерт в Ашхабаде и другие новости. Китайская авиакомпания China Southern начала выполнять прямые рейсы из Сианя в Ашхабад. Согласно графику полетов, рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Отметим, что Ашхабад стал пятым направлением маршрутной сети China Southern в Центральной Азии, включая Астану, Бишкек, Душанбе и Ташкент. 18 мая в Туркменистане широко отметят День Конституции и государственного флага. По случаю знаменательной даты в столице и вилаятах страны намечено проведение конференций, выставок, тематических встреч и других праздничных мероприятий. В Ашхабаде состоятся церемонии возложения цветов к монументу Конституции и главному флагу Туркменистана, а также концерт мастеров искусств. Сольный концерт народной артистки Туркменистана Гульшат Гурдовой под названием «Бахтлы мен» состоится во дворце Мукамов 21 мая. Одна из самых ярких звезд туркменской эстрады исполнит давно полюбившиеся хиты и новые композиции. Начало концерта в 18:00. Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов опубликовал в телеграм-канале фотографию своей собаки Алабай по кличке Агдус. На снимке пес лежит на зеленой лужайке на фоне леса. В комментариях к записи татарстанцы восхитились тем, как сильно вырос питомец. Напомним, Алабая, бывшего тогда еще щенком, весной 2021 года подарил руководителю республики Курбангулы Бердымухамедов. Кличка пса в переводе с татарского языка означает «белый друг». Президент Сардар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым внесены изменения и дополнения в порядок определения стоимости строительных и ремонтных работ. Документ подписан в соответствии со статьей 30 Закона Туркменистана о правовых актах. В Астане состоялось 12-е заседание межправительственной туркмено-казахской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе встречи рассматривались вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере в области транспорта, финансов, сельского и водного хозяйства, строительства, культуры и туризма, образования и науки, а также в нефтегазовой сфере. В Турции объявили второй тур президентских выборов, который состоится 28 мая. В первом туре по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов действующий президент Реджеп Таип Эрдоган набрал 49,35% голосов. Кандидат от оппозиции Кемал Кылыч Дароглу заручился поддержкой 45% избирателей. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получил 5,22%. Снявший свою кандидатуру Мухаррем Индже получил 0,43%. Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Так как этого не произошло, президентская гонка продолжится во втором туре. Узбекистан планирует собрать и запустить собственный научно-образовательный спутник CubeSat. Проект будет реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между агентством «Узбек-Космос» и агентством инновационного развития. Испытания спутника будут проходить на одной из баз Объединенных Арабских Эмиратов. Туркменская футболистка Жальгириса Майя Мусацкая забила свой первый гол за новую команду. 23-летняя Мусацкая стала автором забитого мяча на 41-й минуте матча 7-го тура женского чемпионата Литвы против команды Банга. Вильнюсская команда после этой победы набрала 13 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице. Мусацкая перешла в Жальгирис в начале 2023 года из турецкой команды Дудулуспор. За стамбульский клуб футболистка выступала с осени 2022 года, провела 14 матчей, в которых забила 1 гол. Сегодня в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов встретятся итальянские Интер и Милан. Прямая трансляция встречи пройдет на телеканале Матч ТВ и начнется в 23:40 по ашхабадскому времени. Первая встреча команд завершилась уверенной победой Интера со счетом 2:0. Победитель миланского дерби в финале Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в паре Манчестер Сити Реал. Финал турнира пройдет 10 июня в Стамбуле. Все матчи 7-го тура высшей лиги Туркменистана по футболу пройдут в среду, 17 мая. Программу тура откроет противостояние Шагадама с Мервом и Ашхабада с Алты-Насыром. Обе встречи начнутся в 17:30 по местному времени. В 18:00 в дело вступит лидер чемпионата команда «Аркада», которая сыграет на выезде с Марийским энергетиком.
Спустя 15 минут в 18:15 Балканабадский Небичи примет прошлогоднего чемпиона Ахал. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.